Эвенкийский национальный праздник Сингельген по традиции отмечают после установления снежного покрова накануне открытия сезона большой охоты. Этот праздник был восстановлен на основах традиций охотничьих обрядов Синкелавун и Магин, главная цель которых заключается в добывании охотничьей удачи в предстоящем охотничьем сезоне, в очищении и благословении охотника и освящении орудий охоты. Первый обряд праздника Сингельген – приветствие гостей через священного оленя. Старейшины приветствуют всех присутствующих, здороваясь с каждым за руку. Эвенки очень любили освященного, табуированного шаманом оленя Куджейорон, потому что там, где есть такой олень, у эвенков не было болезней, и все тяготы жизни решались быстро. Далее каждый человек проходит через Чичипкана, очищаясь дымом багульника Сенкере и благословляясь словами старейшин: «Аят беджикалло, хорошо живите, Авгарат бикалло, здоровыми будьте, Синкечи бикалло, удачливыми будьте, Со аят бултакалло, хорошо охотьтесь». Праздники Эвенкил! Каждый участник праздника просит об удлинении нити судьбы через обряд хулганни. Главный старейшина проводит обряд кормления огня имты и благодарения духов местности и реки. Нярека кунарики, ямака кунгарпати, ого кокона. Тогда Мәнни сымыран, бөхүттіні дырдакай. Сие Эвенкилден. О, агаша. Самые любимые, самое, говорят, надо в 4 местах самое делать. Пометить надо. Чтобы огонь Эвенков всегда самое она тебя со всех сторон света охранял. На обряде Синкелавун молодые охотники, застрелив обрядового лося из лука алanga, добывают синкен – удачу в охоте, а значит, до следующего обряда Синкелавун все люди этого стойбища у Рекит будут сыты и одеты. Обряд кормления барилака – это особый обряд. Начиная с рта, а затем все тело маленького идола старейшина обмазывает жиром. Тогда эвенкийский идол Барилак поможет охотнику добыть достаточно мяса для пропитания своей семьи. Его вот этот маленький идол обкуривает и начинает его, начиная с рта, начинает кормить. И потом всего самое, весь этот
маленький такой идол обмазывает салом, чтобы овенки ведь любят мясо и сало. И вот это, и каждый раз вот это мы обмазываем. И сегодня мы проведем в Беркебее это соревнование молодых охотников, вообще охотников. И будем вручать самому успешному овенку вот этот маленький идол барьера. Вот мы сейчас его уже покормили, обмазали, и он уже готов, чтобы служить для нас, служить для овенков, чтобы они были успешны на охоте. На обряде Магин старейшина окуривает ружья, ножи, топоры, сети, капканы кипятят в 3 водах и благословляют все орудия охоты алгавками, пожеланиями. Каждый охотник обычно делает очень много других вещей, и поэтому мы только сегодня вот показываем только такие вещи, которые можно вот показать. Обычно охотники, они имеют, каждый охотник от своих старших товарищей имеет свои обряды, и они вот раньше вот проводили разные очищения. Это очищения могли быть как, например, большой невод, примерно с крылами по 130 метров. Вот раньше был большой колхозный чан, и вот в этом чане они специально это красили корой лиственницы, этот невод. И таким образом они тоже вот делали перед подледным ловом карасей или других видов рыбы. Они вот так это ружье. Это самое, что ни на есть, это винтовка, которая может стрелять на расстояние до 25 метров. Ну и какой же праздник без дружного хоровода Девейда? На празднике Сингельген мужчины состязаются между собой в ловкости, меткости и быстроте в состязании Беркебее – удачливый человек. Кто быстрее разожжет костер и вскипятит чай? Кто быстрее всех пробежит по снегу с тяжелой ношей? Кто всех ловчее и поймает оленя арканом маутом? Кто самый меткий в стрельбе? И только самому лучшему достанется идол Барилак. Все участники праздника на обрядовом обеде Давун угощаются вкуснейшим мясным бульоном из оленьего мяса тиле, костровым чаем, блюдами из сахатины, рыбы и дичи.
Каждый пришедший на Синельген получает на празднике заряд энергии, бодрость духа и приобретает удачу Синькен не только в охоте, но и во всех хороших делах. С праздником Синельген! С праздником первого снега! Праздник Синельген!